У гады Вялікай Айчыннай у вёсцы Калдычэва фашысты арганізавалі канцлагер, які дзейнічаў до 1944 года. Тут замучылі, атруцілі газам, расстралялі і павесілі звыш 22 000 чалавек. Напамінам пра гэта засталіся паўразбураны будынак турмы і велізарны дуб Шибеница. Территория вообще городишкого сельсовета знаменита тем, что у нас более 28 памятных захоронений, связанных с Великой Отечественной войной. Захоронения и граждан цыганской национальности, еврейской национальности, католическое захоронение. Это тоже все жертвы, которые были вот именно связаны с Калдычевским лагерем смерти. Менавіта мемарыял у Калдычэва быў выбраны месцам правядзення акцыі «Маладзёжны маршрут добрых спраў», якую беларускі прафсаюз работнікаў аховы здароўя праводзіць ужо 4-й раз. Яе галоўная мэта – валанцёрская дапамога ў добраўпарадкаванні памятных месцаў і абеліскаў тым, хто загінуў у Вялікай Айчыннай вайне. Сегодня здесь работает отряд из 24. Это наши лучшие представители области, профсоюзные активисты, профсоюзные лидеры, которые вот своим примером зажигают, помогают. Хочу отметить, что это врачи, прежде всего, и провизоры с кандидатами медицинских наук, представители с Республиканского центра нейрохирургии, с наших практических учреждений, с районов есть. То есть каждая область по 4 представителя сегодня здесь прислала для такой вот масштабной акции. Усе удзельнікі акцыі паставіліся да яе з сапраўдным энтузіязмам, а для кагосьці удзел у ёй нават паспеў стаць добрай традыцыяй. Первый год в Витебской области, потом были в Минской области, были в деревне Лисино Борисовского района. Сейчас приехали в нашу область. Мне кажется, что это интересный маршрут, потому что каждый из нас может внести какую-то лепту в то, что мы можем восстановить памятники Великой Отечественной войны. Я считаю, что это очень важно для молодежи, для подрастающего поколения, потому что воспитывает патриотизм, вызывает гордость за своих дедов, прадедов, оставляет память о тех, благодаря кому и какой ценой досталось нам это мирное небо, это солнышко над головой. Двухдзённая акцыя медыкаў завяршылася ў мемарыяльным комплексе «Брэсцкая крэпасць-герой». Удзельнікі яе плануюць. У будучым на маршруце добрых спраў з'явяцца новыя адрасы. Алена Ракуць, Олеся Зеленко, Юрий Титов, телерадиокомпания «Брест».